За считанные минуты кадры с места стихийного бедствия облетели просторы интернета. Вследствие мгновенно обрушившегося сильного дождя пострадали практически все жители сельского поселения Икажево. Вот эпицентр стихии, улица Бекова. Это самая низменная часть села, и сюда стекается вода. Больше всего пострадали жители этого района. В их числе семья Картоевых. Как рассказывает хозяйка дома, вода поднялась до уровня окон. Даже автомобиль не смог устоять перед стихией. С момента притока волн стихии спасатели из Управления Республики Ингушетия по обеспечению безопасности населения и территории АЧС трудятся не покладая рук. Одевшись в специальную форму, они пытаются оказать помощь людям, которые буквально остались на улице. Под удар стихии попала и эта мечеть, расположенная на пересечении улиц Бекова с Ингушская. В Управлении Республики Ингушетия силы СССР были привлечены. Это аварийно-спасательный отряд города Назрань, Назрановского района здесь были привлечены. Это более 6 единиц техники. Также мы сюда подтянули бригады для откачки воды из подвальных помещений жилых строений. В данном случае пострадавших пока что информация предварительная. Один ребенок пострадал. Ущерб сейчас будет посчитываться комиссия ПЧС. В данное время происходит откачка воды и обеспечение первоочередных превентивных мероприятий по обеспечению проезда. В ликвидации по-настоящему чрезвычайной ситуации участвуют не только спасатели, но и местные жители. Эта стихия так или иначе коснулась каждого. Уровень воды достигал 1,5 метра. В результате вот этих паводковых дождей и прохождения этой воды, большой воды, можно сказать, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь. Повреждены сети отдельные, на отдельных участках газоснабжения, электроснабжения. Повреждены дорожные полотна именно в районе этой улицы Бекова, сельского поселения. Населению будет оказана необходимая помощь, и нормальная жизнедеятельность населения будет восстановлена в кратчайшие сроки. Пик стихийного бедствия уже позади, но вода все еще рекой стекается по улицам Икажева. К примеру, вот эта прибрежная зона не меньше других. Здесь дорогу вообще смыло водой, словно ее не было. И теперь местные жители отрезаны от внешнего мира. Штормовое предупреждение было объявлено накануне. Погода еще может преподнести неприятные сюрпризы в ближайшие дни. В МЧС призывают быть крайне бдительными и соблюдать все меры безопасности. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.